Использование древесных отходов в лесной промышленности, энергетика дыхания растений и наноматериалы будущего. В арсенале ученых из республики разработки, которые можно внедрять не только в регионе, но и на мировой арене. Лучшие практики отметили сегодня в столице Коми. Здесь чествовали лауреатов премии правительства республики в области научных исследований. Ксения Лосева продолжит. Данил Сивков – потомственный ученый. Говорит, сомнений в том, что выберет науку в качестве дела всей своей жизни, не было никогда. Сегодня он трудится в физико-математическом институте Коми научного центра. Вместе с коллегами исследуют возможности нанотрубок. Технология позволит повысить прочность и надежность композитных материалов. Возьмем, например, цемент. Если залить его водой, это будет хрупкий такой материал. Если добавить песка, это будет бетон. Добавить щебня, будет еще прочнее. А если добавить туда арматуру, мы получим очень прочный материал для фундамента, на котором можно строить высотные дома. Вот нанотрубки можно использовать в виде такой арматуры и получать материалы, но на наноуровне, композитные материалы. Среди молодых исследователей и аспирантка СГУ имени Петерима Сорокина. Екатерина Военушкина пришла в науку случайно. Еще в начале студенческой жизни ее заинтересовали филология, русский язык и литература. Сегодня она изучает видеозаписи фольклорного архива родного университета. Мне интересно просто устная коммуникация, как она существует, какие формы ее есть, какие маркеры мы можем выделить этой коммуникации, в чем она выражается, как бы выяснить суть этой коммуникации, что, может быть, говорящий говорит, но что, может быть, он скрывает, что не договаривает. И, конечно, это не всегда выражается в форме слов. Как признаются сами лауреаты, получение наград для них – это не только признание научных достижений, но и в целом знак доверия к науке Коми. Такая поддержка важна не только тем, кто делает свои первые шаги в мир исследований. Нашим ученым и правда есть что предложить не только отечественному, но и зарубежному сообществу. Особенно сегодня радостно осознать, что в моем лице отмечены научные достижения в области физиологии и энергетики дыхания растений. Дыхание – это жизнь, и потому как дышит живой организм, очень много о нем можно сказать и узнать, а полученные знания применить во благо человека. Чтобы смелые идеи наших ученых находили свое применение в реальной жизни, важен интерес и со стороны бизнес-сообщества. Наука должна стать ближе к человеку. Это, кстати, одна из ключевых целей десятилетия науки, которое в этом году объявил Владимир Путин. Мы вместе участвуем в деле, непосредственно влияющем на настоящее и будущее России. Созданную на сегодняшний день прочную и научную опору государства должны ответственно принять, сохранить и приумножить молодые творческие люди. Это те, кто завтра будет заботиться о жизни в нашей стране. В правительстве Коми рассчитывают на то, что с каждым годом количество заявок на участие в конкурсе на получение региональных премий будет увеличиваться. И, что важно, необходимо привлекать в науку подрастающее поколение. Нынешние лауреаты могут стать проводниками в науку для школьников и студентов. Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал Юркан.